Молодой человек сильно кого-то, вызовите скорую помощь. Вызов скорой – первое, что нужно сделать в подобной экстренной ситуации. Следом важно не растеряться и попытаться самому помочь спасенному. Как это сделать, Аслану Аздоеву объяснять не нужно. Весь инструктаж студент пожарно-спасательного колледжа получил на занятиях. Теперь же осталось подкрепить свои знания практикой. Проверяем пульс на сонной артерии. Пульс отсутствует. Проверяем дыхание. В течение 10 секунд наблюдаем за грудной клеткой. Дыхание отсутствует. Следом пострадавшему требуется непрямой массаж сердца. Делать его нужно, пока он не придет в сознание. Такие практические учения по спасению утопающих сотрудники МЧС проводят со студентами пожарно-спасательного колледжа раз в неделю. Сейчас же во время купального сезона они будут проходить намного чаще. Это позволит ребятам быстро среагировать в трудной ситуации, отмечает педагог Ислам Медов. Польза от этого всего, конечно, во-первых, сам спасатель обучается этому непосредственно по своей профессии, он все это знает. И регулярно проводя такие мероприятия, мы делаем все это во избежание таких несчастных случаев. Купальный сезон в регионе стартует с начала лета, но специально отведенных мест для купания у нас нет, отмечают сотрудники МЧС. Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели проводят профилактические мероприятия с отдыхающими на водоемах и с детьми в лагерях по безопасному поведению на воде. Стараемся, чтобы не купались, привлекаем участковых, чтобы они дежурили. Мы сами приезжаем, дежурим на прудах, на водных объектах. Но все равно люди купаются, как бы мы не хотели. На Асе, тем более, может, вы видели летом там почти от Нестеровски до Окуна все места забиты бывают, людьми купаются они. Ну что сделать? Дети хотят где-то отдыхать, купаться. На профилактических акциях МЧСники перечисляют детям и взрослым простые правила поведения при купании. Не отплывать далеко от берега, не купаться в одиночестве, не заплывать глубоко и при неумении плавать не заходить в воду без спасательного жилета. Но и главное, не купаться там, где не разрешено. К примеру, в Сужском пруду это запрещено. Вода здесь непригодна для купания, есть риск подхватить различные кожные заболевания. Но это, по словам спасателя, мало останавливало отдыхающих, пока не произошел один трагический случай. 2020. Утонул здесь один парень. Вот он, так как вы говорите, он заплыл, думал, проплывет, хотел переплыть пруд. Но сил не хватило примерно, не доплыл, там метра 20, не доплыл он до берега, утонул, у него силы дальше. С ним были друзья, но они не смогли его спасти. С тех пор запрет тут стараются соблюдать все. А о том, что заплывать глубоко опасно, знает и местная детвора. Вы когда-нибудь заходили глубоко в воду? Нет. Нет. Да, значит, нет. А почему нельзя глубоко в воду заходить? Потому что задохнешься и умрешь. Согласно статистике, в течение летнего периода прошлого года на водных объектах нашей республики зарегистрировано одно происшествие, где утонул человек, как и в позапрошлом году. По сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, статистика утешительная. В прошлом году у нас не было, один человек был, а так в предыдущих годах, 17-18 год, у нас по 3, по 4 человека, по 5 человек было утопленников. Большинство дети были. Сократить количество пострадавших МЧСникам удалось благодаря профилактическим мероприятиям по безопасности на водных объектах. И проводить их особенно в летний период сотрудники МЧС намерены на регулярной основе. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.